Добрый день! Сегодня мы пройдем темы, связанные с уравнениями, а именно уравнения с одной и двумя неизвестными переменными и квадратными уравнениями. Начнем с первого. Уравнения с неизвестными переменными – основа такого раздела математики, как алгебра. Это обычные уравнения, имеющие определенные переменные. Рассмотрим уравнение с одной переменной. То есть самое обычное уравнение x плюс 5 равно восьмерке, где x является неизвестной переменной. С этого уравнения будет понятно, что x равно тройке. Значение x может меняться в зависимости от заданных условий. Именно поэтому такие значения называются переменными. Переходим ко второй фазе. Также уравнение может иметь два и более неизвестных величин. Рассмотрим это на примере следующего уравнения. X плюс y равно минус тройке, где и x, и y, давайте укажем их здесь тоже, являются неизвестными переменными. В этом случае невозможно определить значение переменных, так как и x, и y могут принимать любые значения. Поэтому для решения такого рода уравнения требуется наличие вспомогательного уравнения, то есть еще одного уравнения, которое поможет нам выразить одну переменную с помощью другой. То есть, допустим, x с помощью y, либо наоборот. Например, второе уравнение может быть следующим. X минус 2y равняется это все 9. В обоих представленных уравнениях и x, и y имеют одни и те же значения. А это значит, что мы можем представить их в виде системы уравнений. То есть это уже система уравнений идет. Для решения данной системы применяем метод подстановки. То есть выразим значение x с помощью переменной y. Соответственно, мы получаем первое уравнение. Тут будет x равно минус 3 минус y. То есть мы выразили значение x с помощью y. Во втором уравнении мы просто вместо данной x подставляем x с первого уравнения. То есть минус 3 минус y равняется минус 2y, то есть это уже идет с этого уравнения, равняется 9. Далее x равно минус 3 минус y. Это остается, так как мы с помощью y найденного найдем x. Здесь же будет минус 3y равняется 12. Далее находим y. Y у нас будет минус 4. То есть 12 делится на минус 3, мы получаем минус 4. Так как мы нашли y, можно найти x. То есть вместо y поставляем минус 4. Соответственно, мы получаем однерку. Таким образом, получаем значение x равно 1 и y равно минус 4, которое является решением данной системы уравнений. То есть мы решили целую систему. Теперь же перейдем к определению квадратных уравнений. Квадратные уравнения. Квадратные уравнения – это уравнение вида ax квадрат плюс bx плюс c равняется нулю, где a может быть любой цифрой, кроме 0. Но это не сильно важно. Иными словами, это уравнение, в котором переменные представлены во второй степени. Решить квадратное уравнение значит найти значение либо корень, обращающий это уравнение в верное числовое тождество. Самый простой способ найти значение данного уравнения, квадратного уравнения, это использовать метод дискриминанта. Дискриминант можно найти по формуле d равняется b квадрат минус 4ac, где и a, и b, и c являются коэффициентами. То есть коэффициенты в данном квадратном уравнении a, b, c, и они же помогают нам найти дискриминант в данном уравнении. Теперь же, если дискриминант, который мы нашли, является ниже нуля, то уравнение не имеет никаких корней. Если же дискриминант равен нулю,
то уравнение имеет один корень. И находится с помощью формулы x равно минус b делено на 2a. b и a это коэффициенты. Если же дискриминант больше нуля, то уравнение имеет два корня. И находится с помощью формулы x1, 2 равняется минус b плюс-минус корень из дискриминанта делено на 2a. Теперь же вы знаете, как находить корни уравнений с помощью дискриминанта. Они все здесь описаны. Давайте же теперь применим эти знания на нескольких примерах, чтобы закрепить полученные знания. Вот они примеры. Если хотите проверить свои знания, то поставьте видео на паузу и попробуйте решить это уравнение. Решили? Продолжаем. Теперь перейдем к решению первого уравнения. Первое уравнение — это x квадрат плюс 2x плюс 9, что равно нулю. Вспомним изученные формулы. В этом уравнении мы попытаемся найти коэффициенты. То есть коэффициент тут будет a равно 1, что стоит здесь, b равно 2, то есть это, и c равно 9. Теперь с помощью формул попытаемся найти дискриминант, который мы изучили. Дискриминант в этом случае будет b квадрат минус 4ac. То есть b у нас двойка, 2 в квадрате, минус 4 умноженное на 1 умноженное на 9, что равно минус 32. Минус 32 это меньше, чем 0. Соответственно, данное уравнение не имеет никаких корней. Переходим к следующему уравнению. X квадрат плюс 4x плюс 4 равно нулю. Также попытаемся найти коэффициенты. Коэффициенты здесь будет a это 1, b равно 4, c тоже равно 4. С помощью формулы дискриминанта пытаемся найти дискриминант. Здесь b квадрат, 4 квадрат, минус 4 умноженное на 1 умноженное на 4, что равно нулю. Ранее мы говорили, что если дискриминант равен нулю, то уравнение имеет один корень, который можно найти по следующей формуле. X равно минус b, деленное на 2a. b в данном случае 4, соответственно, минус 4 деленное на 2 умножить на 1 равняется минус 2. То есть наше значение x равно минус 2. Переходим к следующему уравнению. X квадрат плюс 6x плюс 5 равно нулю. Как и ранее, попытаемся найти коэффициенты, а коэффициенты это a равно 1, b равно 6 и c равно 5. С помощью формулы дискриминанта b квадрат минус 4ac пытаемся найти дискриминант. 6 в квадрате минус 4 умноженное на 1 умноженное на 5, что равно 16. В данном случае дискриминант больше нуля. Соответственно, уравнение имеет два корня, которые мы попытаемся найти с помощью формулы, которую мы указали ранее. То есть x1, 2 равно минус b плюс-минус корень из дискриминанта, деленный на 2a. Подставляем коэффициенты в дискриминант. Минус 6 плюс-минус корень из 16 деленный на 2. В итоге получаем минус 6 плюс-минус 4 деленное на 2 и минус 1 минус 5. То есть x1 будет равно минус 1 и x2 будет равно минус 5. Также еще один способ найти корни квадратного уравнения. Он распространяется только на приведенные квадратные уравнения. Этот метод называется теоремой Виета. Приведенное квадратное уравнение – это уравнение вида
ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю, где коэффициент а обязан быть равным 1. Согласно данной теореме, то есть теореме Виета, сумма двух корней квадратного уравнения равна второму коэффициенту, то есть x1 плюс x2 равно взятому с противоположным знаком. Вот он. А их произведение, то есть x1 умножить на x2, равно третьему коэффициенту, то есть c. Выглядеть это будет вот так вот. Рассмотрим на примере. Пример будет таким. X квадрат минус 5x плюс 6 равно нулю. В этом уравнении коэффициенты а равны 1, b минус 5 и c 6. Подставляем данные коэффициенты под эту систему и получаем x1 плюс x2 равно 5. x1 умноженное на x2 равно 6. Ну а теперь дело за малым. Подбираем такие значения x1 и x2, чтобы они удовлетворяли оба уравнения, оба данных уравнений. Под эти уравнения, используя логику, подходят только 2 и 3. То есть 2 плюс 3 равно 5. 2 умножить на 3 равно 6. Все подходит. Хочется добавить, что теорема Виета используется в таких случаях, когда квадратное уравнение не имеет большие цифры. Большие цифры а, b и c. То есть большие цифры коэффициента. Например, при сдаче какого-либо экзамена, чтобы сэкономить время, можно просто использовать теорему Виета. Если уравнение квадратное довольно-таки простое, и если значение а в квадратном уравнении равно 1, в случаях, где значение не равно 1, то есть значение коэффициента а, или же значение слишком большое, советуется использовать метод дискриминанта. Сегодня мы прошли уравнения с одной и двумя неизвестными переменными и квадратными уравнениями. Спасибо большое за внимание. До свидания.